Наш рассказ о человеке, полностью и без остатка посвятившем себя творчеству, о созидателе, умеющем удивлять и радовать, о поэте, писателе, журналисте, композиторе, режиссере, авторе прекрасных произведений литературы и искусства Садагет Керимовой, о ее жизни и многогранной деятельности. Садагет Керимова родилась в селе Каладжук Кусарского района Азербайджанской республики. Окончив среднюю школу в городе Кусары, она поступила на факультет журналистики Азербайджанского государственного университета. С первого же дня учебы она начала писать заметки для газет и журналов. Будучи студенткой 5-го курса университета, она получила приглашение на позицию корреспондента в газету «Совет Кенди» органа ЦК Компартии Азербайджана. Здесь она проработала старшим корреспондентом 17 лет. Затем перешла в парламентскую газету «Азербайджан» на должность заведующей отделом. В 1994 году Садагет была назначена первым заместителем редактора международной газеты «Гюнай». За заслуги в области журналистики Садагет Керимова удостоена самых престижных наград Союза журналистов Азербайджана, премии «Золотое перо» и премии имени Гасанбека Зардаби. В 1997 году ей предложили возглавить газету «Самур» одноименного общества, которая в ту пору осталась без редактора. Узнав о том, что первая лезгинская газета Азербайджана может закрыться, она, оставив престижную работу, взялась за издание ставшей теперь уже бесконечно родной газеты. Это совпало со временем, когда финансирование газет малочисленных народов республики приостановилось. Оставшись наедине со старыми долгами редакции, без помещения, без каких-либо финансовых ресурсов, Садагет не стала унывать. Пригласив на работу известного лезгинского писателя-журналиста Музафара Меликмамедова, они вместе начали работать над изданием газеты. Этой работе ей пришлось отдать всю себя, одновременно быть редактором и корреспондентом, водителем, фотографом и даже почтальоном. И так уже 26 лет. Но все эти обязанности она до сих пор выполняет с удовольствием, ведь газета – ее большая любовь. Садагет Керимова – автор 35 книг. Ее перу принадлежат стихи, поэмы, рассказы, повести, романы. О ее жизни и творчестве написаны сотни статей, десятки книг. Презентации ее книг всегда проходят оживленно. Одна из таких незабываемых встреч с читателями состоялась в городе Бурса, в Турции, после выхода в свет книги «Лезгие» на турецком языке. Незабываемой для нее была презентация книги «Баллада о языке в Махачкале», где участвовала лезгинская творческая интеллигенция. Садагет Керимова – создатель лезгинского ансамбля песни и танца «Сувар», которым она руководила в течение 20 лет. Под ее руководством ансамбль обработал десятки народных танцев, поставил множество новых танцевальных номеров. Целое поколение лезгин прошло через школу танцев при ансамбле, познало красоту и изящество настоящей лезгинки. Ее упорство, любовь к родной музыке, многолетний тяжелый труд и безусловный талант участников коллектива «Сувар» заслуженно снискали любовь народа и признание коллектива на самом высоком уровне. Ансамбль был удостоен почетного звания «Народный коллектив Азербайджана». Заслуженный деятель культуры Азербайджанской республики Садагет Керимова в последние годы проявила себя и как режиссер-сценарист. Она является автором документальных фильмов о традициях и обычаях лезгинского народа. Три ее художественных фильма получили известность не только в Азербайджане и Дагестане, но и далеко за их пределами. Первый лезгинский художественный фильм «Холодное солнце» стал настоящим событием для лезгин всего мира. На сегодняшний день только на платформе YouTube в сумме у него свыше 15 миллионов просмотров на лезгинском, азербайджанском и русском языках. Садагет прилагает много усилий для сохранения лезгинского языка. Долгие годы она безвозмездно ведет уроки родного языка. Созданный ею клуб лезгинского языка привлекает к себе людей самых разных возрастов и интересов. Доброй традицией стали проводимые ею литературно-музыкальные вечера. Среди них юбилейный вечер, посвященный 150-летию Сулеймана Стальского, вечер фольклора, вечер лезгинского караоке и десятки других мероприятий, посвященных лезгинской культуре.
Творческие вечера Садагет Керимовой проходили в самых престижных концертных залах Баку. По приглашению наших соотечественников она побывала во многих странах, где организовывались встречи с ней. Одна из таких ярких встреч прошла в городе Набережные Челны Республики Татарстан. Незабываемым был и творческий вечер в городе Актау в Казахстане. С большой любовью ее встречали турецкие лезгины в городах Бурса и Балыкесир. Она дважды была гостем Дома национальности в Москве, и оба раза публика встречала ее с восторгом. Задавшись целью узнать побольше о жизни и быте наших соотечественников, она объездила многие страны. Результатом последней такой поездки явился фильм «Эхо дагестанцев Кыргызстана». У Садагет много интересных увлечений. В их числе даже альпинизм. В 50 лет она сделала себе подарок, о котором мечтала долгие годы, покорив вершину Шахдага. Лучшее средство для снятия стресса, по ее признанию, пешие походы в родном Кусарском районе. И все же самое ее любимое занятие – садоводство. Ухаживать за цветами на своем дачном участке. Что может быть лучше? На протяжении многих лет своим творчеством она старается укрепить мост дружбы и братства между Азербайджаном и Дагестаном. Вот так, находя радость и силы в созидании, она взошла на 70-ю ступень своей жизни, полная сил и новых творческих идей. Желаем этой удивительной женщине неугасаемой энергии и любви во благо своего народа. С нетерпением ждем новых произведений и интересных проектов.